Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск, посвященный Универсиаде, в студии Алмаз Хакимов. Итак, дан старт 27-м Всемирным летним студенческим играм. Миллионы людей на планете наблюдали за грандиозной церемонией открытия. Трансляцию вел наш телеканал. Это шоу прошло с таким размахом, которого не видела ни одна универсиада. Яркие моменты у нашего спортивного обозревателя Всеволода Дворкина. Это волшебное действо завораживает со стартовых секунд из первых аккордов. Музыкальный аккомпанемент нашествия народов, населяющих бескрайние просторы нашей страны, был специально написан для церемонии открытия и исполнен ансамблем Казанской государственной консерватории «Татарика». Над созданием костюмов трудились около сотни модельеров. Эвенки, чукчи, за каждым этносом отдельная история быта и культуры в живописной мизансцене, сопровождаемой национальной музыкой и танцами. Звездный час для обычных подростков. Символично, но российский триколор доверили будущим абитуриентам вузов, а нынче ученикам 6 и 7 классов. Для высших заведений эти вундеркинды будут желанными гостями. Право нести флаг страны они заслужили победами на юношеских турнирах. Можно сказать, что это восьмерка будущее российского спорта. Возможно, их пример вдохновит и кого-нибудь из воспитанников Лаишевского детского дома на старт успешной карьеры. Теме морального и физического воспитания детей в Международном студенческом союзе уделяется центральное внимание. В первую очередь это для детей, для того, чтобы это они увидели, для того, чтобы у них был стимул заниматься спортом, стимул идти вперед, развиваться, а не стоять на месте. Еще 4 года назад улица Чистопольская на этом месте полностью оправдывала свое название. 41 гектар свободной территории и ничего более. Но сейчас, 6 июля 2013 года, красавец-стадион «Казан-Арена» стал центром мирового притяжения. Событие, анонсированное во всех средствах массовой информации, от школьных газет до мировых медиахолдингов, в том числе основным правообладателем Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Ожидаемо собрало миллионы телезрителей у экранов своих телевизоров, а 45 тысяч счастливчиков смогли увидеть этот праздник воочию. Именно счастливчиков, поскольку историческое событие, церемония открытия самой масштабной универсиады в истории игр вызвала бурный интерес у поклонников спорта во всем мире. В свободной продаже квитков нет уже несколько месяцев. Очереди на стадион простираются на десятки метров. Но после долгих дней ожиданий еще пару часов не проблема. Такое событие в Казани, один раз в жизни такое бывает. И не посетить его, это, не знаю. Мы такие, мы активные, мы везде бываем. Купили мы билеты уже в августе прошлого года и ждали с нетерпением. Такой масштаб событий на самом деле грандиозный. Я думаю, что это вообще не стоит такое пропускать. Мировое событие в нашем городе, в Казани. Я думаю, что это, я бы на самом деле пожалела себя, сюда бы не пошла бы сейчас. Как можно сидеть на диване, когда здесь столько народа, так много всего интересного? Хозяева универсиады сделали все и даже больше, чтобы гости со всего света чувствовали себя как дома. 20 тысяч волонтеров, задействованных на играх, проводят, помогут и подскажут на нескольких языках мира. Девушка, как пройти в пресс-центр? Вам сейчас нужно подняться на 2-й этаж, затем там пройдете вы в рабочую зону, там можете посетить стойку экскурсионную, получить сувенирную продукцию и посетить пресс-кафе. 340 рабочих мест, оснащенных компьютерами с доступом в интернет. Из этой просторной комнаты разлетается информация во все уголки планеты. Коллеги из Китая, Канады, ЮАР за соседними столиками пишут отчеты на континенты, разделенные тысячами километров. Казань на эти 2 недели приковала внимание всего мирового сообщества. Впервые за тысячелетнюю историю здесь соберутся представители ФИСУ из 163 стран. Именно об истории города шла речь во 2-й части повествования. Летопись столицы Татарстана от X века до наших времен. Сага о любви, оружии в исполнении 300 артистов и 120 барабанщиков. 2 версии оснований города, новеллы про дракона Зеланта и кипящий Казан, постановка о Волжской Булгарии и Шаджаре и Хесите в сопровождении знаменитого стихотворения татарского классика Габдуллы-Тукая «Тугантель» или песни Сююн в исполнении нашей современницы Аиды Грифулиной.
Показали себя, посмотрели других. Представление стран-участниц – неотъемлемая церемония мировых спортивных форумов. Одиночные представители и массовые делегации от Албании до Зимбабве. Никто не забыт, и каждому досталась своя порция аплодисментов. Российская Федерация! Отдельное внимание и самые бурные овации хозяевам турнира. Они замыкали шествие. Этот состав сборной России самый многочисленный за всю историю универсиад и самый сильнейший. Под знамена национальной команды призваны лучшие спортсмены, в том числе и 19 олимпийских чемпионов. Понятно, что эту дружину, ведомую знаменосцем Дмитрием Хомяковым, действующим чемпионом Европы по тяжелой атлетике, еще до старта причисляют к фаворитам наравне с Америкой и Китаем. Познать природу – это то, к чему всегда стремился человек. Любознательность двигала вперед науку, и вклад русских ученых в мировую копилку достижений трудно переоценить. Паровоз, самолет, вертолет, радио – без этих открытий наших соотечественников невозможно представить современный мир. Да и провести студенческий форум планеты также не представлялось бы возможным. 8 платформ общим весом в 1200 килограммов стали площадкой для показа достижений наших изобретателей. Завершала главу наука песня «Отражение», музыку к которой Игорь Крутой специально написал для церемонии открытия универсиады. Праздником для поклонников культа Терпсихоры стало появление 120 танцевальных пар. В темпе вальса хореографы предприняли успешную попытку хронологически выстроить ключевые события 20 века. Не обошли стороной военную тему, сместив акценты с противостояния огромных держав на личную трагедию каждой семьи. Желаем вам верить в свои силы, конкурировать честно и открыто. Поднявшись к звездам, мы видим, как прекрасен, уникален наш мир. И сегодня вы можете сделать его еще лучше, красивее, справедливее. Покорители вселенной на универсиаду не смотрят свысока, лишь приглядывают за ней сверху. Форум уже давно вышел за рамки планетного масштаба, а отголоски доходят и до космоса, в который первым полетел Юрий Гагарин. А Алексей Леонов также первым не побоялся выйти за пределы космического корабля. Неофициальный гимн церемониала универсиад по традиции сопровождает установку флага ФИСУ. По стадиону знамя студенческого союза доверено сопровождать 3 артистам и 3 спортсменам, чья популярность простирается далеко за пределами Родины. После обязательных клятв спортсмены и судьи в духе фейерплей право официально открыть первую в новейшей истории страны универсиаду предоставляется президенту России Владимиру Путину. От имени гостеприимной России приветствую вас на Всемирной летней универсиаде в Казани. Исямисис. Конечно, победа достается сильнейшим, но атмосфера, сам дух универсиады навсегда останутся с каждым из вас. Главному символу церемонии факелу меж тем предстояло пройти еще несколько этапов перед зажжением универсиадской чаши. Прославленные спортсмены Юрий Фуников, Наиль Якупов, Екатерина Гамова, Ирик Зарипов и Тагир Хайбулаев, сделав небольшой круг почета, одновременно подносят огонь, который становится той самой необходимой искрой для грандиозного салюта. Добро пожаловать на 27-ю Всемирную летнюю универсиаду в Казани! Всеволод Боркин, Алексей Захватов, Вести, Татарстан.